Сегодня в Казанской обсерватории прошло историческое событие – церемония перезахоронения ее основателя Василия Павловича Энгельгарта. Это стало возможным лишь через 100 лет после его смерти, после долгих переговоров с немецкой стороной. Прах русского астронома доставили в Казань из Дрездена. В Свияжске прошла поминальная литургия, после чего прах перевезли в обсерваторию. С деталями Эльвира Шарафиева. Погребальная литургия, красные гвоздики и даже венки – все как на настоящих похоронах. Скорбную процессию решили провести по полной программе, ведь событие действительно историческое. Началась Первая мировая война. Не получилось похоронить Василия Энгельгарта в России, в Казани, здесь. Не получилось. Прах астронома поместили в специальный склеп «Южную Миру», которая была построена для Василия Энгельгарта еще 100 лет назад. К слову, для перезахоронения приехал даже барон из Германии, один из родственников Энгельгарта. Ну и, конечно, я знал, что Василий Павлович, хотя и скончался в Германии, но хотел быть захороненным здесь. И поэтому мы очень были за то, чтобы его останки по истечении 100 лет после его смерти были здесь похоронены. Мы первый раз в Казани. Мы очень впечатлены городом и университетом. В Казанской обсерватории до сих пор все напоминает об ее основателе Василии Павловиче Энгельгарте. К примеру, в кабинете директора много вещей, которые рассказывают о жизни выдающегося астронома, мецената и общественного деятеля. К примеру, вот этот бюст, который здесь стоит уже 100 лет, план северного участка Энгельгартской обсерватории, многочисленные фотографии и даже родословное древо Энгельгардов. По словам внучки Дмитрия Дубяга, Инги Александровны, история основания обсерватории связана напрямую с ее дедушкой. Мне кажется, он себя чувствовал виноватым, что он живет не в России. Поэтому он хотел все сделать для России. Почему он передал нашему Казанскому университету? Чтобы его прекрасные телескопы послужили для развития русской астрономии. Очень многие просили в Германии, там, Лейпциг, сказать, пожалуйста, нам разделите всем. Он говорит, нет, маслом кашу не испортишь, и в дружеских руках мои телескопы обретут новую жизнь. Также в рамках сегодняшнего события в обсерватории был заложен камень под строительство нового памятника. Эльвира Шарафиева, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».